Как обезопасить ребенка от опасных вирусов и не допустить тяжелых последствий заболеваний? Вопрос о детской вакцинации остается одним из наиболее спорных в современном обществе. Пока одни родители противятся возможности медицины и боятся негативных последствий, другие, наоборот, полностью доверяют медикам. В их числе мама 3 детей Даша Тумгоева. Она пришла в амбулаторию, чтобы записать детей на вакцинацию. Я считаю, что очень важно прививать детей. Сейчас очень опасное вирусное время, все дети болеют. Я сама тоже хочу обезопасить своих детей, сделать эти прививки. Сейчас как время будет, как пройдет этот этап вирусный, я тут собираюсь. У меня самой 3 детей. Каждая мама, я считаю, что для здоровья своего малыша должна вакцинировать своих детей. Мне кажется, это самое безопасное, что она может сделать. Полиомиелит – это тяжелое инфекционное заболевание, которое поражает детей раннего и средних возрастов. По словам врачей, он очень похож на обычную простуду или на кишечное заболевание. И многие родители попросту не подозревают, что это опасный вирус. Впоследствии возникает большой риск отказа конечностей, и ребенок рискует остаться инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Или в тяжелом случае вовсе погибнуть. За последний месяц в амбулатории Гамурзиева иммунизацию прошли около 8 тысяч детей в возрасте от 3 месяцев до 14 лет. Перед процедурой каждый ребенок проходит медосмотр. Перед вакцинацией к нам приходит ребенок со своей матерью, мы его осматриваем, собираем жалобы, анамнез, есть ли у него какие-то еще хронические заболевания, что у него вообще происходило в течение 2 недель, болел он, была ли температура, жалобы ОРВИ. И если этого всего нет, все хорошо, мы вакцинируем. Берем согласие у этого пациента и вакцинируем. И в течение 60 дней он сидит на карантине. Пройдя медицинский осмотр и получив разрешение врачей, многодетная мама Лейла Албакова вакцинировала всех 6 детей и призывает к этому других родителей. На месте работают все узкие специалисты. Вакцинопрофилактика проводится от опаснейших инфекций, среди которых вирусный гепатит, коклюш и дифтерия. Все необходимые вакцины в наличии. У нас есть 2 вида вакцин. ИПВ – это называется инактивированная вакцина, именно от полиомиелита, которая делается первый раз ребенку, которому не делали вакцину до этого. Он идет поэтапно, 1-й, 2-й этап. Есть 2-я вакцина, АПВ – это оральная вакцина, которая делается тем детям, которым делали, сейчас делают 1 раз, это уже в данный момент. Прививают в амбулатории отечественными и зарубежными вакцинами. Медики уверяют, что после них практически не бывает побочных реакций, только незначительные, такие как покраснение места укола и небольшая температура. Но это совершенно нормально, ведь главное, вакцина защищает от тяжелых инфекций на 99%. Холодовую цепь и другие важные условия хранения вакцины строго соблюдают в прививочных кабинетах медицинских учреждений. В каждой амбулатории на случай сбоя электроэнергии стоит генератор. Соблюдается холодовая цепь. После отключения электроэнергии включается генератор. Из-за этого родители не должны переживать. Вопрос о необходимости профилактической прививки не должен возникать, если дело касается маленького неокрепшего организма. Врачи утверждают, отказываясь от прививок, родители ставят под угрозу здоровье не только своего ребенка, но и окружающих. Мадина Цора, Мухаммад Белакиев, Новости 24.